Друзья, вечерняя Тула продолжается. У нас последний гость на сегодня. Это Виталий Петров, автор сценария и продюсер, так ведь? Да. Фильма «Стальные ветра». Я думаю, вы уже слышали про этот фильм. Он недавно победил в 14-м международном кинофестивале «Восток-Запад. Классика и авангард». И Виталий Петров, получается, у нас автор сценария и продюсер этого фильма. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, во-первых, о чем фильм у нас? Фильм исторический, то есть это о событиях, которые предшествовали, можно сказать, образованию Тувинской Народной Республики. В частности, это действие фильма происходит в 1919 году, то есть когда были и белые, и красные, и китайцы, допустим. Как раз столетию ТНР как раз, да, получается. Вот, как бы, фильм, то есть это такая вот историческая драма, то есть по мотивам пьесы. Вот, кстати, вот эта пьеса, она идет, в репертуаре Тувинского театра кукол. Вот, то есть там она вот тоже есть, но, скажем так, вот пьеса и фильм отличаются. То есть в первую очередь там финал другой и так далее. Вот. Какую награду вы там получили? В первом фестивале, в котором мы участвовали, то есть фильм получил награду «Лучший фильм по мнению жюри прессы». Вот, это в Чебоксарском международном кинофестивале. Вот. Это самая главная, да, награда получается? Не совсем, нет. Там, видите, есть профессиональные жюри, которые оценивают, да, там, лучший фильм, да, там, лучший режиссер, актер, оператор и так далее. И есть жюри прессы. Они дают только одну награду – лучший фильм. Вот. Иногда практикуют такое действие, как иногда приз, скажем так, вот, зрительских симпатий. Да. Но в кино оно не очень хорошо, как бы, считается это, то есть особо не котируется, как бы, вот. Потому что обидно, да, то есть? Нет, потому что, видите, зрители, здесь как бы кто больше пролайкал и проголосовал, тот фильм как бы выходит. То есть это не совсем тот критерий, по которому можно определять, скажем так, вот некий зрительский интерес. Зрительский интерес определяет, то есть только одна вещь – касса в кинотеатре. Все. То есть больше, скажем так, вот. А она в прокате уже была? Нет, то есть вот перед тем, как выпустить его в прокат, да, то есть мы пока показываем в кинофестивалях. Вот. Поэтому вот это лучший фильм, оно как бы считается, лучший фильм по мнению жюри прессы, это как бы отражение, с одной стороны, зрительского интереса, потому что вот пресса, да, вот журналисты, они как бы отражают мнение людей, зрителей, и при этом они не заморачиваются такими профессиональными вещами, как вот, допустим, сидит член жюри профессионал, допустим, кинооператор, он видит так. Здесь горизонт не плавает, здесь так, камера там ручная или нет, там фокус выстроен, все, то есть, и он идет, то есть так вот по косточкам. То же самое делает со своей колокольни сценарист. Так, говорит, драматургия, в первом акте у вас висит ружье, во втором не стреляет. Почему? Типа, ляпа, да, начинают искать. Вот, то есть, или там оценивать профессионально. Поэтому чаще всего, как бы, мнение жюри, прессы, да, и профессионального жюри, в 95% случаев вообще не совпадает. Вот, и в этот раз оно тоже не совпало. То есть жюри прессы сказали, что лучший фильм наш, а профессиональное жюри, оно с этим как бы не согласилось. Поэтому это считается не главная награда, вторая, третья по ступени, да. Она считается как бы престижнее, чем некоторые, скажем так, по профессиональным номинациям. Допустим, это престижнее, чем взять за лучшую операторскую работу, там лучше актера и так далее. Потому что, есть награды, скажем так, вот личные, индивидуальные, которые как бы, условно говоря, вот фильм может быть где-то послабее, откровенно, но, допустим, награда за лучшую, музыку, скажем так, вот это делает то, что вот
конкретно вот этот композитор, да, там он такой хорош, крутой, да, он такой. хорош, он как Ханс Зиммер там, А который... сценарий типа там... А все остальное, ну, ребята, конечно, то есть это вот такого плана. А вот есть несколько наград, которые уже определяют сам фильм как бы на профессиональном уровне, за которым можно сказать, что за этим проектом стоит уже как бы более-менее профессиональная команда, что за этим стоит, скажем так, некая целая индустрия. Вот, поэтому престижно выиграть именно в таких наградах, как лучший фильм, то есть неважно в какой категории, скажем так, вот, лучший сценарий и лучшая режиссура. То есть это номинации, которые говорят, что вот есть индустрия, есть огромная команда, и это, ну, потенциал. Я, кстати, напомню, дорогие друзья, вы можете сейчас, прямо сейчас задавать свои вопросы в комментариях, мы их зададим гостю, и он на них ответит. Кстати, вот я хотел спросить, у вас киностудия, да, получается? Ну, получается, да, как бы, но нет, и да, и нет. Да, в плане того, что у нас есть команда людей, скажем так, вот, которые могут уже осиливать такие огромные проекты, которые в том числе исторические. И я не сомневаюсь, что если, допустим, появится некий бюджет, мы можем снимать уже блокбастеры, все, то есть у нас, скажем так, команда есть. И нет в плане того, что, да, мы не такая студия, где, как другие продакшн-компании, то есть мы не владеем теми ресурсами, которыми владеют, допустим, другие компании. То есть мы, поэтому вот... Не, ну если вот так говорить, то это прям, вот, так скажем, респект, потому что именно в фестивалях, вот без, получается, профессиональных, так скажем, оборудование, да, или? Нет, оборудование как раз в принципе есть. Ну, в Туве, скажем так, вот оборудование найти можно. То есть, если бы у нас оборудование было бы не профессиональным, мы бы просто по техническому... вас бы не отпустили. Да, то есть мы бы просто не проходили бы уже ни на фестивале, ни на прокат, никуда как бы вот. Поэтому вот необходимый минимум есть. Это не означает, что это супер оборудование. Это не означает, что это там, допустим, какая-то пленка, да, там, на котором снимает там Квентин Тарантино, да, то есть это недорогостоящее оборудование. Это такая вот, хорошая, так скажем, да, техника. Да, как бы необходимый минимум выдает. А вот сколько длится фильм сам? 73 или 78 минут. Ну где-то больше часа, да, получается? Да, час с лишним. Ага. Вот примерно фильм когда выйдет? Ну, пока нету дат? Да, мы не можем пока сказать точную дату. Почему? Потому что мы ждем вот как бы окончательное снятие ограничительных ограничения. Потом хотелось бы, конечно, чтобы фильм проходил при большей заполняемости зала, то есть не при 25, допустим, да, вот, или при большей, и поэтому, да, мы и готовы, то есть чуть-чуть подождать, как бы, вот. Ну, один раз мы все-таки фильм показали, то есть на телеканале ТУВА-24, это как бы к столетию, то есть вот, поэтому те, кто успел посмотреть... То есть люди уже посмотрели, да, получается, в телефильме? Да, часть людей посмотрели, то есть поэтому те, которые успели посмотреть, и те, которые смотрят телеканал ТУВА-24, то есть им повезло, можно сказать. Блин, а когда это было? Это вот во время вот праздников столетних. В августе, да? В августе, да. Вот именно. Я, по-моему, работал, я, по-моему, не смог посмотреть. Ну, ничего страшного, поэтому мы фильм будем осенью показывать. Все-таки в этом году? В этом году, да. Осенью, то есть как более или менее все устаканится. Ну, если люди будут носить маску, вакцинироваться и так далее, может быть, потом уже ограничения по ковиду будут снимать потихоньку. Так, тем временем у нас тут появились вопросы, но эти вопросы у меня тут есть, поэтому давайте мы пока по последовательности. У вас, получается, вы еще делали фильм «Бордо», вот я про него слышал, вы там тоже были сценаристом? Да, и продюсером тоже. И продюсером еще были? На Чебоксарском международном кинофестивале
вы получили, вы стали лучшим в номинации «Лучший сценарий». Да. И сценарий делали вы, да, Да. получается? Вот расскажите, пожалуйста, как вы вообще придумаете сценарий, идеи, то есть как вам приходят идеи к сценариям? Ну, смотрите, здесь технически писать, скажем так, кому как, ну, мне проще, да, допустим, вот, то есть я могу там некую норму выдавать, допустим, 1500 слов в день, как некий минимум, то есть и выходить на такие пиковые показатели, как 2500 слов в день, допустим, да, вот. Но, видите, то есть сложность не в том, чтобы написать, да, там, и сложность не в том, чтобы написать красиво, а сложность состоит в том, что писать. То есть если в голове ждете, да, когда нет, вот даже придет идея? не музыка, да, вот. А если в голове нету идеи, то в принципе То не уже писать нечего. Поэтому, чтобы есть такое понятие, как у некоторых писателей, да, как боязнь белого листа. Как бы, вот. Может, вы смотрели в фильмах, да, там, когда там кто-то тыкает в клавиатуру, там часы проходят, а слова не рождаются. Вот. Чтобы такой боязни или болезни, или напасти, скажем так, вот не было, то есть я обычно делаю как? Я не сажусь за клавиатуру, то есть вот за ноутбук или компьютер, если у меня в голове нету, допустим, пьесы или фильма от начала до конца. То есть я сперва придумываю полностью, пишу, скажем так называемый синопсис, максимум на 3 абзацах, не более. И смотрю и читаю. Если вот синопсис это краткое изложение фильма, да, получается? Вот да, от начала до конца. То есть это можно прямо с такими фразами. Вот вошел главный герой, расхерачил все вокруг, там пнул ногой и убежал, скажем так. Ну, то есть самыми простыми словами, то есть вот не обязательно витиеватыми. И вот если этот синопсис, да, вот в 3 абзацах, если еще короче, еще лучше, кого-то еще хоть чем-то зацепит, да, вот, то есть, то, да. А потом вы от этого синопсиса выжимаете, да, то есть вот там придумываете диалоги, там вот, допустим, как вы пишете диалоги, то есть вот вам, допустим, на одну сцену нужно там, вы определенное время ставите туда, то есть вот первая сцена, там, вот как он приходит, допустим, на эту картину и выходит. Тут нужно типа там 30 секунд или там 20 секунд, то есть есть такое? Нет, только логика. Просто. Логика. То есть логика в чем? В том, что надо все-таки чуть-чуть понимать жизнь и, скажем так, условно говоря, своего героя. Если ты понимаешь, что какой-нибудь таксист, да, как бы он априори как бы не может ездить из пункта А в пункт Б очень-очень медленно и, скажем так, вот прям дотошно соблюдая каждое правило дорожного движения, только так вот, да, то в фильме вдруг вы не можете его показать каким-то таким вот, то есть не тем, кем он является. Или вы это и понимаете, что, допустим, сотрудник правоохранительных органов, он как бы, у него есть как вот определенный вот набор его профессиональных навыков, которые делают, ну, вот, ставят отпечаток на характер. Поэтому вы не будете выжимать из своего героя, то есть как бы, ну, вы же не заставите своего, если у вас персонаж такой брутальный мужчина, да, и он вдруг там начнет у вас рыдать там на Или у него голос такой? Да, то есть вот это будет нелогично, поэтому на каждую сцену, то есть самое главное, чтобы вот это все его действия были ну, оправданы чем-то, как-то. И когда я расписываю персонажей, я в голове держу всю его жизнь. То есть фильм, допустим, попадает в его часть, скажем так, вот отрезок, но я знаю, как он, допустим, вырос. То есть целая история у него. Да. То есть кто он такой, как он вырос, в какой семье и почему он поступает именно так. И почему он не может поступить иначе. Вот все. То есть, естественно, фильм это не попадает. Это я держу у себя в голове. Но ведь это, кстати, хороший такой шаг для того, чтобы, допустим, во второй части раскрыть там, допустим, да, историю человека. Ну, допустим, можно, наверное, так сделать.
Ну, получается, вообще сложно писать сценарий к фильму. И Вот, допустим, вот первый фильм, да. вот, «Стальные ветра», вот сколько дней или, может, месяцев заняло написание сценария? Знаете, как бы написание процесс, да, сам процесс, он у меня происходит быстро. Вот, допустим, Бордо я написал, условно говоря, за 7 дней. Вот, вот, но «Стальные ветра» именно так пьесу, я не знаю, плюс-минус столько же, А может Бордо быть, сколько примерно, сколько он по хронометражу? 63 минуты. А, он поменьше, но 7 минут. Да? Ну, вот, «Стальные ветра» может быть так же, но дело не в том, насколько быстро вы напишете. Дело в том, что у вас может быть очень большое время уйти на то, чтобы всю эту историю придумать в голове. Вот, то есть больше всего, то есть я, условно говоря, историю могу придумать 2 месяца, да, допустим, вот 2 месяца придумаю, что-то лишнее убираю, там в голове держу, расписываю синапсис, а потом еще вот главное, чтобы было, скажем так, вот начало, середина и конец и все остальное. Вот, а когда вся история, она у меня в голове есть, я ее, скажем так, вот прожил и как бы она у меня в голове устаканилась, тогда я потом уже пишешь, сижу, да, сажусь за ноутбук и просто мне надо это уже выдавать, там, допустим, 1500 или 2000 слов в день. Вот, и примерно там недели 2 или 3. А 7 минут это на синапсис или прям вот, то есть вот именно пишете полный сценарий, там с диалогом и так далее? Вот 7 дней, которые, да, Нет, полностью, да, 7 дней, дней. да, 7 дней полностью, да. То есть и надо делать так, чтобы оно заходило сразу с первого драфта. Максимум 3, если как бы если больше 3 драфтов, это ну, мазохизм, скажем так. Драфт? Драфт это вариант. Вариант продолжения. Нет, допустим, вы написали сценарий, да, все, написали, допустим, вы сценарист, и я продюсер, да, допустим, вы ко мне это приходите и говорите, вот там, Виталий, у меня сценарий, я, допустим, читаю, там карандашом где-то там провожу и говорю, а давай здесь будет love story, здесь еще что-то, перепиши, все, вы приходите во второй раз, это уже второй драфт. Третий, то есть даже если вы изменили всего лишь 3 абзаца, это считается драфт. Это уже, да, новая версия получается. Да, поэтому я не сторонник того, чтобы было много драфтов. Некоторые сценаристы, к сожалению, любят там по 15 раз переписывать, я считаю, что это нет. Там уже, наверное, уже и мысль поменяется. Да, она все, то есть там уже как бы, если много драфтов, это просто надо историю выбрасывать в корзину и просто тупо начинать делать что-то другое, новое. А сколько вы фильмов уже спродюсировали и, получается, написали сценарий к фильму? 2. Два? Только «Бордо» и «Стальные ветра». «Стальные Да. ветра», да? То есть это 2 большие работы пока, вот, ну в планах есть другие тоже. А до этих фильмов как вы начинали, то есть вот как начали приступать к созданию фильма? Это, я думаю, очень сложно. Ну, да, как бы сложно, потому что вот, допустим, на фильме «Стальные ветра» у нас команда, это, ну вот на создание фильма работали более 30 человек, допустим, у нас реквизит занимал там 4 автомобиля там с прицепами завязаны по полную и плюс там ГАЗ-53, где мы возили лошадей, допустим, да, вот, то есть вот это огромные такие вот это логистика, это надо, чтобы там у нас были 2 повара, потом вся вот линия снабжения, это так мы еще снимали во время вот ограничительных мероприятий, поэтому никаких контактов, никаких вот этих, то есть логистика устраивалась сложно, поэтому вот чтобы это дело организовать, ну надо как бы знать самое главное, то есть вот и учиться. А вот сколько смен заняли съемки вот «Стальные ветра»? Смен? Смотрите, сперва было 14 смен. Это вот... Смены это же, по-моему, дни, да? То есть вот Да, день, да, одна смена, один день. Да, В этой смене сколько часов? По-разному. Если на Бордо у нас смены были максимум 8-часовые, то на «Стальные ветра» у нас смены были 12 часов как бы. То есть актер или команда должна отработать вот эту 12-часовую смену.
И сколько дней смен занимало? 14 смен ушло на съемки, потом я посмотрел материал, и мне не понравилась треть фильма, фильм пошел на пересъемки. О, даже так, То есть, да, и мы так, на пересъемке это тоже примерно, ну, как минимум 10 смен, я уже не 24 помню. смены получилось? Да. А вот бюджет от этого страдает фильм? Страдает. Потому что, видите, оплата происходит по смене. То есть, То есть за те смены потом еще О. да, да, то есть это видите в чем дело. И иногда бывают такие вот случаи, да, вот ко мне подходят люди и говорят: Виталий, возьми меня к актерам, я готов у тебя отыграть бесплатно. Вот бесплатно я у тебя, тебе будет выгодно. Я говорю: друг, извини, но у меня нету денег, чтобы ты мог сыграть бесплатно. Почему? Потому что неподготовленный, непрофессиональный актер, он будет, мы на него будем, скажем так, вот тратить по 10 дублей, потом, пока мы делаем 10 дублей только вот на одном эпизоде, проходит время, и вот... Он-то бесплатный, а остальные, которые рядом да, с ними... Да, а им-то что, время идет, Да. и в итоге, то есть, то, что мы могли снять за одну смену, мы можем снять за 2 или за 3. Естественно, как бы, поэтому проще заплатить деньги профессионалу, чтобы он быстро-быстро отработал, чем человек, который будет... Вот тут как раз вот вопрос в тему. Вот получается, далеко не каждый человек с литературными способностями. То есть, вот, допустим, он литературу не читал, он там вот, у него проблемы там с литературными терминами, там всякими этими. Он сможет написать сценарий нормально? Сможет, да. Почему? Потому что мы все умеем читать и писать, да. Мы знаем, что в русском языке 33 буквы, а в тувинском 36, мы же их как-то складываем. То есть мы можем мысль, да, свою как-то вот так вот излагать, транслировать, да, там, писать друг другу смс-ки. Значит, если у человека есть, допустим, какой-то потенциал, именно в плане придумать вот идеи, да, вот такие вот сделать. Вот если человек в голове держит какой-нибудь историю, которая круче, чем там Титаник или Пёрл-Харбор, пожалуйста, все, да, то есть это уже большой шаг. Дальше это, ну, надо постараться как-то их правильно структурировать, разложить. То есть для этого там есть и курсы, и в принципе как бы вспоминать там уроки русского языка и литературы, например. То есть это можно на самом деле. Вот тут еще один вопрос в тему. Вот хотелось бы узнать больше о вашей биографии. То есть вот что побудило заняться сценариями и кино в целом? Вот, как вы пришли к профессии сценариста? Ну, смотрите, тоже вот. В принципе, как бы, ну, с детства я много читал. То есть прямо в школе много читал и, ну, с книгой, скажем так, вот по жизни, ну, не расставался. А когда вы много читаете, то вы некие навыки приобретаете все равно в любом случае. То есть нужна начитанность, если вы хотите писать. То есть если вы хотите что-то делать в области кино, нужна насмотренность именно, то есть много осмотреть, как бы вот. И это было с детства. В биографии, ну, я работал на разных работах, вплоть от того, что я был сотрудником Федеральной службы исполнения на наказание в СИН, то есть работал в колонии общего режима. Я занимался тем, вы это говорите, как будто вы оттуда еще опыт немножко начерпали для сценария. Да. И как бы с детьми работал это в области футбола, скажем так, вот, и работал и журналистом, и в СМИ, и сейчас я работаю в Министерстве культуры, то есть вот, ну, работа вот была вот разная, да, и это все равно, это некий опыт, который потом можно перенести на бумагу или на вот, и человек, который пишущий, он должен как бы, немножко знать и разбираться в жизни, потому что вы вот невозможно, да, вот хорошую вещь написать, если вы не знаете чью-то жизнь, скажем так, вот, то есть как можно это логически передать, скажем.
Как вы видите будущее тувинского кино? И в чем может быть преимущество по сравнению, скажем, с другими регионами? Будущее радужное, скажу сразу, потому что... Потому что вы, да, появились, типа. Ну, нет, даже не из-за этого. Есть огромный пласт, который вот истории, который был до нас, скажем так, вот взять вот просто вот Максим Мунзук сыграл в фильме, который получил Оскар. Вот теперь вот можете вот назвать, да, вот сколько советских фильмов вообще в принципе получали Оскар? Ну, я думаю, их много, скорее всего. Меньше 10, по-моему. Да? Вот, да. Это первое. Второе. Теперь в России 85 регионов. Сколько из них, из этих регионов могут похвастаться тем, что их, допустим, актер или их представитель, да, вот, принимал участие в проекте, вот на ведущих ролях, скажем так, который получал Оскар. То есть вот их, да, вот. И вот эта культура, и вот эта вот история, это некий опыт, который как бы остается, да, вот. И фильм «И люди голубых рек». Даже элементарно взять. У нас была еще, можно сказать, другая номинация на Оскар. Это вот, немногие знают, но вот фильм про Конгорола Хондара, да, вот, документальный фильм «Чингис Блюз». Вот. Про американского музыканта слепого, который про его путешествие в Туву, да, и там и про Конгорола Хондара, он был номинирован на Оскар, да, вот как лучший документальный фильм. Я слышал, да, по-моему. Да, Оскар, к сожалению, этот фильм не получил, но он был номинирован. То есть и это все потихонечку складывается в некий опыт, да, который остается с нами. То есть мы живем в этом культурном пространстве. То есть можно сказать, вот у меня в школе учителем был Синолог Павич Оюн, человек, который сыграл главную роль в этом фильме «Люди голубых рек». И я у него шел в театральные постановки, я в школе сильно заикался, ну я в принципе и сейчас заикаюсь, как бы, вот, но он, несмотря на это, меня прям выпускал на сцену и говорил: играй, как бы, вот, и, естественно, как бы, вот вы, да, вот сами того не знаете, вы же общаетесь там с этими людьми, с их потомками, и вот это вот культурное пространство, которое вот тесно это переплетается, оно дает некий опыт. Вот. И естественно, то есть это опыт прошлого, это то, что есть у нас сейчас, это вот команда ребят, спасибо им большое, которые с нами там работали. И наш огромный минус, он превращается в плюс. Какой есть минус, допустим, у нас по сравнению с Якутией? У нас нет внутреннего рынка. То есть вы не можете снять, как якуты, да, вот какой-нибудь фильм, да, и рассчитывать на то, что вы заработаете в прокате, допустим, там 10 миллионов рублей. Вот, ну чисто, вот, ну физически вы не сможете. То есть вы живете не в Якутии. У вас нету такого лояльного населения. У вас нету внутреннего рынка. Вот, допустим, фильм якутский «Агент Мамба», он у себя в прокате собрал, по-моему, вот 18 миллионов рублей. Вот, то есть и в год до пандемии Якутия выпускала по 25 картин примерно в среднем. Вот, и эти все 25, они имели своего, скажем так, зрителя. Мы этим похвастаться не можем. Значит, это наш очень большой минус. Но этот же минус нам дает определенное преимущество. В плане чего? Окей, то есть если мы не можем фильм, скажем так, вот, прокатывать в Туве и зарабатывать здесь, тогда почему бы это не делать по территории всей России и стран СНГ? Ну вы, наверное, будете, да, по всей России? Мы как бы к этому идем, стремимся, да, и в стримингах, допустим, у нас как минимум в 15 странах он прошелся, как бы, фильм «Бордо». «Бордо»? Да. В каких сервисах онлайн? Так, Иви, то есть в таких крупных площадках. ТВ-Завр, да, то есть Мегаго, вот это четырех, хорошо. да, то есть мы там, и поэтому как бы, и мы когда фильм снимаем, мы уже изначально снимаем уже на российскую аудиторию, вот, и на минуточку надо понимать, что Россия это примерно 5-6 кинорынок мира.
Вот. Совокупная русскоязычная аудитория это, ну, это 200 миллионов человек, вот. Немецкий рынок это 80 миллионов жителей Германии, да, там французский это тоже 80 и так далее, а Россия это вот 200. Бывают же такие случаи, что когда, вот, допустим, какие-то вот российские сериалы, когда выходят на онлайн-площадку, их покупают зарубежные на свои площадки и так далее, то есть Netflix и так далее. Вот тут хороший вопрос еще один. Ну, наверное, один из заключительных. Порекомендуйте, на ваш взгляд, топ-5 фильмов, которые вот хоть, ну, Да. стоит посмотреть. Ну, смотрите, я могу рекомендовать из разных вот этих, да, то есть смотря в каком плане, то есть я могу их рекомендовать в плане, допустим, посмотрите вот эти фильмы, они интересны, допустим, с точки зрения современного видения кино. То есть Ну прям так, да, не, то я есть- хотел именно в легком формате. Ну давайте вот, допустим, вот по одному фильму, вот чтобы поплакать, какой фильм стоит посмотреть? Ой, так, давайте так вот. Если вы хотите профессионально интересоваться фильмами, да, то я рекомендую фильм «Поиск» 2018 год. Спродюсировал Бекмамбетов, как бы, ну, Российский фильм, да? ну, нет, это чисто американский проект, голливудский, но его делает Бекмамбетов. То есть постановщиком там идут. То есть там фильм полностью идет, как бы, действие фильма полностью идет на экранах гаджетов. То есть такого нету, да, вот поставили камеру, вот мы сейчас, это средний план, да, и мы там идем, нет, то есть там в гаджетах. То есть это новое слово в кино, Screen Life, и этот новый формат придумал Бекмамбетов. Вот. Если вы хотите то тоже смотреть, как операторы заморачиваются, фильм 1917, вот Мендеса, то есть 1917. Лучшая операторская работа, да? Да, то есть? да, то есть там все однопланово, в движении, там смотрите, и вроде бы там склеек нету. Ну, на самом деле они есть, но они очень грамотно спрятаны. Вот. Это вот. Если вы хотите посмотреть совершенно другую операторскую работу, да, шутер, то фильм российского режиссера, кстати, фильм «Хардкор». Я знаю, я Вот, его видел. да. Он мне тоже понравился очень. То есть это прям, как стрелялка, да, вот Да. от первого лица. То есть вот именно смысла, вот, то есть сценарий там я вот четкого, то есть не понял, то есть там прям вот постоянное движение, и ты не можешь сосредоточиться на сюжете, но он потом сразу выбрасывает, то есть там что-то там происходит и так далее. Я просто вот в этой заварушке ничего не понимаю, но мне почему-то нравится, то есть там экшен. Это и прикольно это снято, прикольно да, снято, да. это вообще прям мне нравится. Поэтому я говорю, вот я вам рассказал, как с точки зрения операторской работы или технической, да, вот как снимать, вот. Но с точки зрения драматургии, я, допустим, вам бы ни 1917, ни «Хардкор» советовать не буду. Это с точки зрения уже драматургии, допустим. Да. С точки зрения драматургии, я бы вам посоветовал бы фильм «Паразиты». Вот, и там есть драматургия, как, ну, развитие героев, диалоги персонажей, ну и очень создатели заморочились они выстроили драматургии по свету и цвету, скажем так, вот, то есть там. Хорошее слово подобрали. Да, вот, то есть, и потом, если тоже с точки зрения некой драматургии, ну, фильм российский «Папа, сдохни». Название может быть не очень приятное, но фильм. Ну не, почему? Мне захотелось посмотреть, допустим, да, просто чисто ради интереса. Да, вот ради интереса, потому что это российский такой вот некий фильм, ну, в стиле там, я не знаю, Такеши Китано или Гая Ричи или Тарантино, такой вот некий, вот весь этот бред, как кровь, все вот это, и оно, кстати, неплохо выстроено драматургически, и все действие происходит в одной локации. А это для драматурга и сценариста это очень сложно, потому что когда
у вас нету там никаких идей, вы просто добавляете новых героев, новых там локаций, вы пишете, а вот тут взорвалась машина или упал кран. И пока вы расписываете, как этот кран будет падать и что он это задевать, у вас хронометраж идет. А когда все в ограниченном пространстве, ну извините меня, никакие краны вас не спасут, скажем так. Это вот такие вот фильмы. А поплакать, да? Ну, поплакать, да, вот такие вот, не с профессиональной точки, вот мы уже услышали, да? Да. А вот именно вот, которые вы просто захотели вот просто отдохнуть, посмотреть, там, что-нибудь, налегке, то есть. Если налегке и отдохнуть, очень хорошая комедия, советую вот итальянская. Поплакать, да, именно комедия. Не поплакать, а посмеяться к черту на рога. Вот, к черту на рога. Да, фильм «К черту на рога». Там интересный сюжет, как бедного итальянского чиновника решили сократить, и они как делают, говорят там, или, ну, если бы это было бы в тувинских реалиях, то людям бы сказали так, мы тебя направляем работать там в Кунгуртук, или ты подписывай увольнение, и мы даем тебе хороший бонус. Да, естественно, все выбирали бонус, а единственный чиновник сказал, нет, вот я от госслужбы не отступлюсь и точка. Хоть и бедного ссылают и туда, и туда. Ну, вот такая вот интересная такая вот история, и комедия, это и стоит. А если взгрустнуть, как бы некая, ну, тоже опять-таки вот не совсем может быть где-то вот, трагически, ну, легко, это «Кролик Джорджа» фильм. Очень довольно-таки Старый фильм, да? Нет, новый. Он, по-моему, в Канн или что-то выигрывал там год-два назад. То есть «Кролик Джорджа». То есть там Скарлетт Йоханссон сыграла. Вот, ну и там история про взросление, скажем так, вот маленького мальчика во времена нацистской Германии. Ну, это чем-то напоминает фильм «Жизнь прекрасна», если вы помните, раньше такой был итальянский фильм. К сожалению. Ну, да, вот «Жизнь прекрасна», многие всплакивают, как бы, кстати, да. То есть это ну вот, друзья, вот если что, вот список. И вот последний вопрос. Я его оставлял на конец. Вот какие в дальнейшем планы, какие фильмы, может, вы уже что-то придумали, какие-то вот синопсисы, может быть, уже какие-то готовые есть? Да. Ну, есть, кстати, есть у нас одна задумка, вот, которая мы хотим, ну, не одна, а несколько, скажем так, вот, то есть есть уже готовые истории, материал, просто нужно какие-то инвестиции, чтобы уже начинать и снимать они. Вот, и просто они То есть вы видите, когда окупается фильм, вы его переносите на следующий фильм? Нет, даже не в этом плане. То есть пока мы работаем именно с фильмами, которые дешево снять относительно. Вот. Просто фильмы, которые дорого снять, мы пока откладываем, но материал есть. И в следующем году мы тоже будем запускать фильм про проект, который, ну, тоже плюс-минус дешево снять, и это будет уже в жанре некой комедии и так далее. То есть, вот. Несмотря на то, что фильм еще не вышел, я советую подписаться на Виталия, там, поискать «Стальные ветра» и «Бордо». «Бордо» уже вышел, да? Да. «Бордо» вышел, в сети можете его посмотреть, а «Стальные ветра» он скоро выйдет. Друзья, это был Виталий Петров, спасибо, что пришли. Завтра у нас 18:18 тоже будет эфир следующий, у нас там тоже гости и так далее. Завтра заходите к нам, тоже в эту же группу агентства по делам молодежи. Поэтому всем до завтра.